Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы покажем вам, как работает библиотека 03 города Якутска по улице Халтурина. Стоит отметить, что это единственная библиотека, которая направлена на работу с маломобильными гражданами, с людьми с инвалидностью, а также для пожилых людей. И сегодня мы для вас проведем такой небольшую экскурсию по библиотеке, о том, как она функционирует и как вообще работа проводится изнутри. Рада представить вам мою первую спикера. Это Анна Александровна Тодышева, главный библиотекарь. Анна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что каждая экскурсия начинается вот с этого места, да? Да. Ага. Рада вас приветствовать. Добро пожаловать в нашу библиотеку. Филиал номер 5, книга 03. Как вы думаете, у нас всегда экскурсия, и даже для читателей мы спрашиваем один вопрос. Почему 03? Вот как почему вы думаете? 03? Ваше предположение? Сразу первые мысли — это как скорая помощь. Да, верно. Ассоциации. Да. Ассоциация 03, это со скорой помощи, действительно. Книга 03 у нас называется, потому что у нас есть патронажное обслуживание. И наши сотрудники носят книги, доставляют книги на дом. Как удобно. Да, очень удобно. Бывает очень много вариантов. Да, обычно говорят, это ОЗ, книга ОЗ, или говорят третья по счету, но мы филиал номер 5. Да? Так, библиотека у нас находится в строительном округе, улица Халтурина, 7/2. Всегда мы начинаем, конечно же, с книжной выставки. Да? Книжные выставки. У нас есть стенды. Это цикловая книжная выставка «Книга расскажет». Здесь мы, конечно же, книга всегда рассказывает. Да? Это книга своего рода диалог. Читатель построит диалог с книгой. Поэтому книга всегда может рассказать о любых темах. Да? Она может излечить, она может даже немножко что-то погрустить. Да? Поэтому вызывает очень много эмоций. Да? Давайте пойдемте дальше. Да, пожалуйста. Да. Библиотека наша довольно-таки маленькая, но комфортная. И мы здесь стараемся создать такую особую атмосферу. Конечно же, в первую очередь, когда мы говорим о библиотеке, это все говорят книга, да? Но книга, она предоставляет информацию. Любую, да? И, конечно же, библиотекарь является проводником к информации. Как я говорила, у нас много стендов. Да? Этот стенд-навигатор по округу информирует население, наших читателей, да? О каких-то социальных объектах, да? О новостях, о новых каких-то правовых нововведениях, законах. Да? И каждый читатель может узнать любую интересующую информацию. И вот мы ее специально подготовили для населения строительного округа. Да. Так, давайте пройдемте дальше. Читатель, когда подходит впервые к нам в библиотеку, конечно же, встречает библиотекарь за кафедрой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Мы проходим дальше. Как вы видите, у нас полный доступ к книгам. Открытая библиотека. Да? Перед вами это читательный детский сектор. Здесь у нас проводятся мероприятия. Ребенок может здесь почитать, подойти с мамой, да, выбрать книжки. Книги у нас тоже доступны на уровне именно детских ручек детского возраста, да, делится на российскую и зарубежную, да. Если мы пройдем дальше у нас есть книги зарубежная литература, российская литература, и это все тоже можно взять, потрогать, посмотреть, как говорится, это понюхать и выбрать ту определенную книгу. Особым спросом у нас всегда является эта краеведческая литература. Она у нас выделена специально с этой стороны. Краеведческая литература, вообще любовь к родному краю, конечно, тоже воспитывается через книги. Это, несомненно, это правило. Да? И здесь мы находимся сейчас уже в читальном зале. Как я уже говорила, библиотека маленькая, но комфортная. Мы стараемся создать здесь такую хорошую, уютную атмосферу. Здесь проводится очень много мероприятий для молодежи, для детей.
все 7 мероприятий проходят вот в этих стенах маленьких квадратных метрах. Да? Вы говорили вначале, что мы единственная библиотека, которая вот, занимается, ну, обслуживает, да, людей с особенностями здоровья. По всероссийской программе «Доступная среда» у нас оснащена библиотека, вот, например, столом для людей на коляске. Она у нас регулируется. Вот как удобно. Да, регулируется, чтобы человеку было комфортно. У нас есть кнопка вызова. Так. Сотрудник может подойти с коляской, чтобы просто помочь, да, чтобы подняться. Вы, наверное, видели, что у нас есть Пандус, да. Этот пандус был оборудован одним из первых даже в городе Якутске. Да. У нас есть система «Исток». Люди, которые слабослышащие, они могут... Нет, слабослышащие могут установить. А для слабовидящих у нас есть вот электронная лупа, которая, ну, например, возьмем газету, да? Газету возьмем, и она отображает на экране, на экране, да. Вот сейчас она подключится, отображается на экране, и шрифт у нас увеличивается. Шире больше. Шире становится, да. Вот эти вот все оборудования являются таким инструментом, который дает нам такое, ну, создаем вот эту вот комфортную, доступную среду. Комфортную и доступную среду. Да, действительно. Так, если говорить о том, что вот читаете ли вообще сейчас, да, иногда есть такой стереотип, что библиотека уже устаревает, да, на смену приходит вот это устройство, которое мы, как бы считается, что это вся жизнь у нас тут, но мы стараемся гармонировать. Читатель, который записывается у нас, да и вообще во всей библиотеке, может получить, например, доступ к Литрес. Да? Есть такое понятие, как цифровое чтение. Это совсем по-другому, ученый уже, да. И действительно, гармонируя, да, библиотека сейчас работает и является вот таким вот центром, где можно и общаться, да, и подойти просто почитать, да, взять на дом, да, вот как вот сейчас делает наш читатель. Да. Лилия Юрьевна у нас является ведущим библиотекарем, да, детского сектора. Лилия Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в рамках предстоящих международных игр «Дети Азии» реализуем проект «По следам мамонтенка». Это у нас познавательно-экскурсионный проект среди вот коррекционных школ нашего города. Ребята узнают про спорт нашей республики, и, конечно же, мы проводим экскурсию в спортивные объекты нашего города. Вот мы посетили Чолбон и Сулус. Детям очень понравилось. И завтра у нас как раз вот планируется тоже мероприятие. Встреча со спортсменом, бронзовым призером по хапсагаю Адамом Николаевым. К нам придут в гости учащиеся коррекционных школ номер 4 и 28. Вот как раз подготовили выставку. И вот уже готовимся. Этот проект у нас реализуется и продолжается. А вообще часто к вам приходят какие-то известные люди, те же спортсмены? Да, у нас почти каждое мероприятие сопровождается волонтером и гостем. Ну и интерес вызывает у детей, да? Да, конечно. Воочию увидеть своего героя. Но это выставка, да? Я так понимаю. Долго ли она будет еще, вот, те, кто не Она успеет? нет, меняется. У нас вот завтра, например, планируется, потом через 2 недели планируется, соответственно, выставка будет другая. Каждый раз новый. Потому что завтра у нас бронзовый призер же по хапсагаю, поэтому у нас тут по хапсагаю у нас есть книжки. Направление этого вида спорта. Например, до этого была пулевая стрельба, тоже вот направления были. Меняется. Отлично. Ну а об интересных фактах о рождении вообще этой библиотеки, о ее истории хотелось бы пообщаться с главным библиотекарем Ириной Юрьевной Николаевой. Ирина Юрьевна нам подготовила здесь, да, можно сказать, исторические документы, альбом. Пожалуйста. Датой создания нашей библиотеки считается 15 апреля 1994 года.
тогда отдел внестационарного обслуживания Центральной городской библиотеки имени Белинского был преобразован в самостоятельное подразделение. И называлась специализированная библиотека «Книга 03». В этом году 30 лет В этом уже. году у нас будет 30 лет, да. И такую новость тогда сотрудники библиотечной системы восприняли очень воодушевленно, с большой радостью, назвав это великолепным начинанием, которое должна была наполняться живой конкретной практикой. И вот спустя 30 лет эта практика доказывает, что социальное направление, которое тогда выбрали, до сих пор остается востребованным. Актуальным, Да. Вот. И поэтому мы в приоритете деятельности библиотеки до сих пор оставляем социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью и пожилых людей через участие в наших социально-культурных информационных мероприятиях. Услугами нашей библиотеки пользуется не только население строительного округа, которое находится в городе Якутске, но и все население города. Города. И ключевой составной работы нашей библиотеки – это патронажное обслуживание, сектор надомного обслуживания. Здесь я немножко поподробнее расскажу. Сектор надомного обслуживания, здесь работают 3 библиотекаря. Они обслуживают на дому более 200 читателей по всему городу Якутску. Это от мерзлотки, заканчивая до порта, например. Да? Вот. Исключая только частные секторы, это только из-за безопасности, можно так сказать. Да? Вот. И как вообще происходит это обслуживание? Потому что многие наши горожане об этом не знают, об этой услуге нашей. Не знают. Да. Эта услуга наша совершенно бесплатная. Этой услугой может пользоваться люди первой группы инвалидности, второй группы, частично нерабочей группы, дети надомного обучения, пожилые люди и одинокие престарелые, которым некому принести на дом книги. Вот. Как это все происходит? Например, мы находим читателя. Вообще, нахождение читателя – это очень сложно, потому что закон о персональных данных запрещает третьим лицам передавать какую-либо информацию. Поэтому мы не знаем, в каком доме, в какой квартире, где живет именно наш будущий читатель, мы об этом не знаем. Поэтому у нас есть различные методы. Например, мы распространяем постоянно социальные учреждения наши, да, общественные организации, наши объявления и наши визитки. Вот таким образом мы находим своих читателей. И когда находим своих читателей, прежде всего мы проводим с ним беседу индивидуальную. Мы узнаем его интересы, его запросы какие, да, и таким образом мы начинаем библиотечное обслуживание. Фонд библиотеки насчитывает 13 880 экземпляров книг, документов. Программно-проектная деятельность – это для нашей библиотеки неотъемлемая часть деятельности библиотеки. Мы постоянно участвуем в различных грантовых конкурсах. Из последних я могу, вот, кстати, да, я хотела вам показать фотографию, да. Вы видели где-нибудь у нас в городе вот такой книжный домик? Может быть, где-то не видели? Книжный домик, Да, по-моему, на книжный. площади Орджоникидзе стоял. Да, правильно. Вот у нас такие книжные домики. Мы выиграли в 2017 году конкурс «Народный бюджет» городской. Называется «История народа. История каждого». Продвижение краеведческой литературы. В первую очередь, да, мы хотели, чтобы горожане и гости столицы узнавали о Якутии побольше. Вот. А сейчас они, в принципе, тут можно не только краеведческие книги класть, да, здесь наши горожане сами кладут туда свои книги, оттуда и забирают. Вот. Таким образом, в форме буккроссинга
проводится передача книг, можно так сказать. Такой да? обмен. Обмен Да? книг, Полезный. то есть, да, полезный. А зимой мы их закрываем, вот так вот закрываем. Но тем не менее, видите, люди вот сюда приходят и даже вот тут И все равно кладут, да, все оставляют, равно да? оставляют книги. Так, это у нас, значит, проект 2017 года. Потом в 2020 году мы выиграли проект по фонду президентского гранта. Называется «Цифры этюды для взрослых». Это по цифровой грамотности для пожилых и людей с инвалидностью. И вот в прошлом году, в 2023 году, мы выиграли грант социальных проектов, конкурс социальных проектов «30 добрых дел Алмаз Эркенбанка». Познавательный экскурсионный проект по следам Мамонтенка, о чем вот говорила Лилия Юрьевна. А я рада познакомить вас с постоянными читателями, посетителями книги 03. Рядом со мной Сара Вагаповна. Сара Вагаповна только что мне призналась, что ей в этом месяце, да, исполнится 89 лет. Представляете себе, и человек сам каждый раз приходит в библиотеку, да, на своих ножках. Да? Далеко живете, Сара Вагаповна? Нет, близко. 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 Как часто приходите, что любите читать? Я прихожу еженедельно. Ага, обязательно, да? Каждую неделю? Еженедельно читаю. Читаю. Я очень работала много. Проработала 59 лет в народном образовании, в школе проработала. И поэтому читать было некогда. Так. Все было в работе, полностью в работе была. Дома работа. Ну, а теперь решила наверстать, читать, особенно писателей 90-х годов. Я пропустила. 90-е и дальше годов пропустила, потому что было некогда, была работа. Ну, а теперь наверстаю, читаю. Как раз вот этот период, который упустили, вы сегодня, да, восполняете? Упустила, которые, вот, писатели, которые, молодые писатели, которые писали романы, историю писали. Вот это вот, все забыто. А теперь напоминаю, читаю. Такая вы молодец. Сара Вагаповна, спасибо большое. Вам здоровья крепкого. Живу одна, читаю, ну, общаюсь. Очень часто хожу в библиотеку еженедельно, но мне очень понравилось. Раньше, но я недалеко живу, особенно 70-х годов, мимо проходила. Вижу, что библиотека сюда не заходила. Ага. А вот именно вот в 23-м году меня судьба привела в это здание, в эту библиотеку. И мне очень-очень нравится ходить сюда, общаться с людьми. Здесь очень интересные люди работают, которые заинтересованы, очень интересные, и проводят очень интересные мероприятия. Мероприятия проходят ежемесячно по несколько раз. И в течение вот этого года я пробыла, прослушала. Очень интересные встречи здесь проходят. И работают здесь доброжелательные, очень интересные люди. Когда приходишь, ну, как будто вот куда-то душа радуется. Вот им большое спасибо за это. Ну и как сказали там сотрудники библиотеки, сюда приходят как стар, так и млад, как говорится. И рады мы сегодня пообщаться, да, с молодой мамой. Здравствуйте. Мама у нас пришла с двумя сыновьями, да, которые вот активненько здесь, вот как вы видите, играют, да, мальчик в настольные игры. Ага, как вас зовут? Как часто вы Меня приходите? зовут Олеся. Олеся? Ну, прихожу с детьми раз в неделю. Ага, то есть тоже обязательно, да, Да, стараетесь конечно. каждую неделю приходить? Ага, что любите читать, что делать?
Ну, младший у меня любит динозавров. Старший любит фэнтези. Да. То есть Вот. таким образом вы детей приучаете к чтению, Ну, да? я сама читаю, поэтому... я А сами что читаете здесь? Ну, да все. И фэнтези, и детективы всякие. Я тут хожу в книжный клуб сюда по выходным. Так. Да, раз Ага. в месяц обязательно. Ну, дети у нас нынче прикованы, да, к интернету. Вот как вы по своим, да, мальчикам, что можете сказать, насколько вот заинтересованы они именно вот в чтении книг? Ну, читают. Хорошо Читают? заинтересованы. Ага. Дома тоже Ну, читают? всё, да. Главное подобрать книгу, которая нравится, а не заставлять там как бы вот это я обязательно читать. Олеся, спасибо большое. Вы молодец такая. Вашим мальчикам успехов. Алло, здравствуйте, библиотека. Ой, здравствуйте, Галина Николаевна. Ага. Ой, да, конечно, можем, ага. Сегодня во сколько будет удобно? Через... Ага, да, конечно, можем, ага, подойти. Вам какие книги принести? Какие книги хотите заказать? Угу. Может, еще журналы, газеты. Угу. Хорошо, тогда вот мы скоро к вам подъедем, ага, и ну как будем близко, тоже позвоним, предупредим. Ага, хорошо. Да. Что ж, ну а мы уже доехали до адресатов, так скажем, буквально через несколько минут зайдем, посмотрим, передадим книги, которые обещали им передать. Ну а тем временем хотелось бы вас познакомить с Михаилом Михайловичем Борисовым, который, как мы уже говорили, да, Михаил Михайлович, 24 года в этом году будет, да, как вы работаете? Да. Скажите, это получается 2010 2000 год? 2000 Ага, 2000 год вы пришли. Кем вы проработали, расскажите, пожалуйста. Мы Мы работали на старом УАЗике 2007 года выпуска. До 23 года ездили. 17 лет его эксплуатировали. Старая машина, часто ломалась. По адресам много не ездили. А раньше, когда не было интернета, компьютеров, в основном возили работников бухгалтерии между мэрией и другими организациями. Прошлым летом приобрели новую машину, эту. И с этого года очень активно ее обслуживаем и ездим к инвалидам, пенсионерам, тем, кто сам не может прийти в библиотеку. В неделю дают заказы на 3 дня. Пенсионер жонлорунан була. Биде кыян кайбат деген жонлор. Онлуктары ба адрестарынан хаҗар булды. Не диенега 3 күн берелде, күн агардыта. Неожиданно, да? Мария, Ага. очень хорошие книги. Карманные, маленькие. Понравились, Но да? мне по душе. Именно вот психология, психологическая сторона героя. Очень интересно. Новые авторы. Из новых приносила. Ну, Егора Сметанина я уже Уже читали, Шелкала да? давно в школе, по программе проходили. На обслуживание вообще социальной организации городской. Вот ко мне ходят социальные работники,
очень более 20 лет я с ними общаюсь. Да? Наталья Николаевна Пахомова, руководитель. Там очень хорошие. И вот это здесь коллектив библиотека тоже больше 10 лет я их знаю, общаюсь с ними. Но это уже духовная моя жизнь. Ну, физическая жизнь, как говорится, может здесь заканчивается, а вот духовная никак не кончается. Девочки, совсем они девочки, она же по возрасту, она моя внучка, и вот они как-то подбирают, приносят, разговаривая, видя мое состояние читателя, да, и просто по душе и тематику как-то подбирают. Подбирают. И еще, шрифт подбирает обязательно. И говорят, я вот, Николаевна, нашла книгу с таким-то шрифтом, подойдет, не подойдет. Очень хороший контакт. Я в связи с годом семьи, этот коллектив ваш, наверное, сравниваю как-то с семьей. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Сегодня мы увидели, я думаю, подробно вам рассказали, и вы много чего узнали о работе сотрудников библиотеки книги 03, как это все выглядит. И, если вы тоже желаете присоединиться к работе, получить какие-то необходимые книги, если вы входите в категорию маломобильных граждан, пожилых людей, то, пожалуйста, работники всегда ждут. Всем библиотекарям огромное спасибо за их такой нелегкий, но добрый труд.